Так, теперь смотрите, есть такое понимание кара аруах. Вот этому пониманию меня научил Ерлан Мирза. То есть я не знала, как это называется. Что такое кара аруах? То есть это хасиет, когда к тебе приходит аруах самого первого ата. Вот тот, от которого и пошли все бахслар в вашем роду. Бахслар, Емшелер, Куриб-Кельдер и так далее. Они пошли от него. Вот этот аруах вашего деда, он приходит, он прям с вами. То есть от него идет дар у вас. Блин, места себе не могу найти. И вот теперь смотрите, когда у вас хасиет через кара аруах, то что с вами происходит? Во-первых, вас колбасит так, что то есть вы сходите с ума. Вот прям реально у вас начинается с самого начала, это просто с ума схождение. Вас обязательно положат в психушку, у вас будут суициды и так далее. И при этом вы не будете себя контролировать. Плюс у вас будет злость ко всем людям, те, которые вас обижают. То есть вот такая. Ерлан Мирза, то есть я не могла понять, что такое кара аруах. А потом он мне сказал на моем же примере и говорит, вот ты же хотела уничтожить тех, кто тебя обидел. У тебя же пошли такие знания с самого начала, хотя ты шала казах. Я плохо говорю на казахском, но при этом все, кто со мной общались, они знают, что я саму основу казахскую знаю лучше, чем человек, который говорит казахша. Вот, это у меня просто есть, оно вот просыпается, и я точно знаю. Когда мне скажут фразу на казахском, я знаю, что это вот так вот правильно сказать, а вот так неправильно сказать. Вот, ну, самой цель закрыт. Ну, цель закрыт, потому что это слишком буду тогда я деловая. Вот. Чтобы не зазвездилось. Теперь смотрите, что дает кара аруах? Он дает знания, те, которые самые первые. То есть откуда у меня пошла тема бахсылка вообще? И я откуда начала все эти книги находить знания, находить источники, как в моем окружении появились эти люди. Плюс я, по сути, всем обрядам училась сама. Там слушаешь, смотришь, сама пробуешь, читаешь, изучаешь, проверяешь себя. Проверяешь обряд. И вот, в принципе, поэтому я и стала учителем. Так, то есть кара аруах — это очень тяжелый дар. Если у вас не хватает намаса сабыра вот здесь внутри, вы его не вытянете ни за что. Вам нужна всегда будет поддержка, потому что это мысли, которые вас сведут с ума. Вы уничтожите все вокруг вас и саму себя. Вот так.